Здравствуйте, уважаемые друзья! На прошлой встрече мы говорили с вами о блистательных победах и достижениях, завоеваниях предков осетинского народа Сармата Алан в ареале Западной Европы, Северной Африки. И мы констатировали тот достойный сожаления факт, что эта часть Сармата Алан, сыграв выдающуюся роль в истории Западной Европы, к сожалению, растворилась в западноевропейской среде и, оставив некоторые следы в топонимике, в языках западноевропейских народов, перестала существовать. Сегодня мы вернемся обратно на кавказскую прародину сарматов и алан и поговорим о тех событиях, которые происходили в Кавказской Алании в средние века. Таким образом, в тот период, когда одна часть Сармата Алан творила историю Западной Европы, основная их масса продолжала оставаться на Северном Кавказе. Именно на территории предкавказских степей в раннее Средневековье шел процесс централизации прежде разрозненных аланских племен и становления аланской государственности. При этом, естественно, на территории Аланского царства проживали не только сам государствообразующий этнос, то есть ираноязычные аланы, но и другие народы, как местные, так и пришлые – адыги, вайнахи, тюрки и другие, языки которых до сих пор сохраняют значительное число элементов, заимствованных из аланского, то есть средневекового осетинского языка. Естественно, и аланский, осетинский язык отразил в себе следы определенного культурного влияния контактных народов Кавказа. При этом влияние аланского средневекового языка прослеживается и в ныне территориально удаленных языках. Так, лингвисты Мункачи и Шельд выявили около 3 десятков венгерско-осетинских лексических схождений, таких как венгерская «аладар» – начальник сотни, из осетинского «алдар» – властитель, князь, венгерская «кард» – меч, из осетинского «кард» – меч, нож, венгерская «мирег» – яд, из осетинского «марг» – яд, венгерская «раваш» – хитрец, шельма, а в старовенгерском «лиса», из осетинского «руваш» – лиса, венгерская «усо» – телка, из осетинского «уас» – теленок, венгерская «увек» – стекло, из осетинского «авг» и так далее, и так далее. При этом очевидно, что проникновение аланской лексики в венгерский язык могло произойти, скорее всего, в VIII веке в регионе между Волгой и Доном, в месте исторически засвидетельствованного контактирования алан и венгров на пути следования последних к месту их современного проживания. На протяжении практически всего Средневековья государство Алан смогло сохранить самостоятельность, несмотря на мощные внешние угрозы, в частности, со стороны арабских завоевателей. В 642 году войска халифа Амара I вторглись в Аланские горы и начали строительство своих укреплений. В период с 661 года по 764 годы неоднократно происходили боестолкновения между арабами с одной стороны и аланами, хазарами и византийцами с другой. В 757 году арабам удалось захватить аланские, то есть Дарьяльские ворота. Последней битвой алан и арабов принято считать сражение 853 года, когда халиф Джафар аль-Мутавакиль отправил на Кавказ громадную по тем временам армию в 120 000 человек. Арабы разгромили Армению, затем Грузию и устремились в Аланию. Аланы встретили арабов у южной горловины Дарьяльского ущелья. Между арабами и аланами развернулось яростное сражение. В ходе ожесточенной битвы аланы разгромили арабскую армию. При этом потери алан составляли около 16 000 воинов. Потери арабов неизвестны. Однако после этого сражения арабы больше не вторгались в Аланию. В VIII-IX веках Восточная Алания была союзницей хазар в борьбе с Византией. Не случайно в осетинском языке сохранилось и наименование хазар в форме хажайрак.
получившее значение раб, невольник, холоп, крепостной. Этот же этноним распознается и в слове «кажар» – «дорогой», о цене. Также в астинском языке существует слово «кадзос», то есть «чистый», «святой», которое связывается с древнееврейским «кадос» – «святой», «священный», и считается заимствован у хазар, исповедовавших иудаизм. К началу X века хазарский каганат был ослаблен постоянными войнами, и борьбу за влияние на Алан повела Византия. В период союзничества с Византией в 916 году Алания приняла христианство. Однако на этом этапе христианство не смогло прочно утвердиться в Алании, поскольку уже в 932 году аланский царь под давлением Хазарии на время выдворил из страны христианских священников, присланных из Византии. Тем не менее, в последующие века православие продолжало закрепляться в аланской среде, главным образом в высшем сословии, для чего Византия создала отдельную аланскую епархию, построила целый комплекс храмов, наиболее известные из которых находились в Западной Алании, территории современного Карачая, район Зеленчука. Падение хазарского каганата в X веке позволило аланским царям расширить свои владения на севере до реки Кумы, на востоке до царства Сарир в Дагестане, на западе до страны адыгов в Западном Предкавказье. На территории бывшей Западной Алании уже в XIX веке выявлен один из памятников алано-осетинского языка. Известно, что аланы пользовались греческим письмом. Об этом свидетельствует, в частности, известный путешественник XIII века Вильгельм Рубрук, сообщающий, что аланы являются христианами по греческому обряду, имеют греческие письмена и греческих священников. Именно греческими буквами и была выполнена надпись на аланском языке на могильной плите X века, обнаруженной в 1888 году в Кубанской области на правом берегу у реки Большой Зеленчук. Поэтому плита и получила в историографии название Зеленчукская. Выдающийся ориенталист, академик Всеволод Федорович Миллер в 1893 году определил язык текста плиты как аланский или староосетинский и расшифровал его следующим образом: Сахирифурт хорс, хорсифурт покатар, покатарифурт анпалан, анпаланифурт лак, ани церта. То соответствует современному осетинскому дигорскому Сахирифурт хорс, хоршифурт богатар, богатарифурт анбалан, анбаланифурт лак, ани черта. В русском переводе текст надгробия означает «сын Сахира хорс», «сын хорса богатар», «сын богатара анбалан», «сын анбалана лак», их могила. Этот памятник средневековой осетинской письменности свидетельствует о тождестве осетин с аланами, о христианском вероисповедании алан, а также о существовании у алан письменной традиции, утраченной впоследствии. Культурные контакты алан с Византией нашли отражение еще в двух памятниках алано-осетинского языка. В частности, в поэме «Теогония», написанной примерно в середине XII века византийским писателем Иоанном Цецем. В начале эпилога поэмы он привел выражения и формулы приветствия на языках соседних народов, в том числе и на аланском. Фразы, указанные Цецем как аланские, достаточно легко определены отечественными и зарубежными учеными как староосетинские, соответствующие в основном формам современного дигорского диалекта осетинского языка. Очень четко черты этого диалекта выражены и в другом памятнике аланского языка, греческом ветхозаветном лекционарии, который был обнаружен в 1992 году. Предполагается, что манускриптом в XIV или XV веке пользовался алан, которому было поручено чтение Писания в церкви и который достаточно хорошо владел греческим для чтения, но недостаточно бегло для того, чтобы сразу найти необходимый отрывок. С этой целью он приписал на полях сразу после полных заголовков названий молитв на греческом языке их сокращенные варианты на осетинском. Предполагается, что манускриптом в XIV или XV веке пользовался алан, которому было поручено чтение Писания в церкви, и который достаточно хорошо владел греческим для чтения, но недостаточно бегло для того, чтобы сразу найти необходимый отрывок.
С этой целью он приписал на полях сразу после полных заголовков молитв их сокращенные варианты. При этом часть маргиналий он написал на греческом, а часть на родном аланском языке. Все эти заметки на полях легко читаются на современном осетинском языке. С середины X века Алания сблизилась и с другими православными государствами – Абхазией, Грузией и Русью. В середине XII века царь Алании Худан выдал свою дочь Бурдухан за грузинского царя Георгия III. От этого брака родилась дочь Тамара, ставшая впоследствии царицей Грузии, вторым мужем и соправителем которой в 1189 году стал осетинский царевич Давид Сослан Царазон. Приблизительно в эти же годы состоялся, как предполагается, еще один династический брак. Женой великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича, впоследствии прозванного Большое Гнездо из-за большого числа детей, стала аланская княжна Мария, именуемая в летописях как Ясыня. Среди потомков этой женщины, отнесенной впоследствии к лику святых Русской Православной Церкви, много выдающихся исторических личностей, в частности, ее внук, князь Александр Невский. Период X-XII веков считается эпохой расцвета аланского государства, которое было разрушено монголо-татарским вторжением. В 1222 году произошла первая битва алан с монголами, которая закончилась поражением алан, преданных своими союзниками кипчаками. Восточная часть Алании была разрушена и разграблена монголами. В 1236 году монгольский экспедиционный корпус вновь столкнулся с объединенными силами алан-асов и кипчаков, проживавших в низовьях Волги и в прикаспийских степях. Монголы вновь одержали победу и смогли выйти на рубежи собственно Алании и захватить в 1239 году ее столицу, город Магас. Раздираемая междоусобицами, еще не оправившаяся от поражения 1222 года, Алания не смогла противостоять мощному монгольскому войску. Поражению алан способствовало предательство как их союзников кипчаков, так и некоторых аланских князей, примкнувших к завоевателям. В китайских источниках рассказывается, в частности, о некоем аланском феодале Хан Ху-цы, которому было поручено сформировать и возглавить полк из 1000 аланских воинов для личной охраны монгольского хана. В то же время путевые заметки западных и восточных путешественников, проезжавших в эти годы через аланские земли, сохранили сведения о самоотверженной борьбе основной части алан против монгольских завоевателей, которые были вынуждены в течение долгого времени сохранять в Алании многочисленные гарнизоны. В 1277 году монголы предприняли очередной поход на Аланию и в 1278 году взяли, как повествует русская летопись, славный город Ясский Дедяков, предположительно отождествляемый учеными с Верхним Джулатом Татартупом. После этого похода в источниках больше не встречаются сведения о каких-либо крупных антимонгольских выступлениях алан. Хотя, как предполагается, горные территории так никогда и не были под контролем Орды. Аланы Северного Причерноморья также были разбиты монголами, и часть их ушла в Византию. Другая часть алан, входивших в дружины примкнувших к монголам вождей, в середине XIII века была отправлена вместе со своими семьями в метропольную Монголию, в Китай и другие регионы монгольской державы, где они участвовали в военных кампаниях, несли охранную службу. О вождях этих алан, или как их именовали на китайский лад асутов, рассказывается в китайском сочинении Юаньши. Еще одна часть кавказских алан после монгольского вторжения переселилась в Венгрию. Около 1239 года венгерский король Белла IV разрешил аланам и примкнувшим к ним куманам, так на Западе называли кипчаков-половцев. Так вот, Белла IV разрешил им поселиться в Центральной Венгрии. Аланы, по-венгерски яссы, поселились в районе, получившем название Ясшак, административным центром которого впоследствии стал город Ясперень.
Название города Яссы в современной Румынии также связывается с яссами-аланами. Зафиксировано, что в 1323 году король Карл Роберт Анжуйский разрешил яссам сражаться под своими знаменами. Достоверно известно, что в середине 15 века яссы еще сохраняли свой язык. Это подтверждается в частности документом, относящимся к 1422 году, который был обнаружен в 1957 году в Венгерском государственном архиве. На одной стороне его содержится отчет на латинском языке о судебной тяжбе по поводу собственности, принадлежавшей жителям села Чев, который находится около 80 километров северо-западнее Будапешта, а на обратной его стороне был приведен список, содержавший около 40 слов, к большинству из которых были даны латинские или венгерские переводы. Как впоследствии было установлено, слова эти относились к языку венгерских яссов-алан. Предполагается, что этот список мог быть составлен неким лицом, говорившим по-ясски, для судебного чиновника, которому было поручено расследовать претензии тяжущихся сторон. Предвидя, что это задание приведет его в ясские села, одно из которых Ясфалу находилось рядом с селением Чев, чиновник, видимо, обратился к своему информанту с просьбой составить небольшой словник, который тот и записал на обратной стороне документа. Большинство слов в этом ясском глоссарии легко связывается с дегорским диалектом осетинского языка. Достоверно известно, что к 1693 году яссы полностью перешли на венгерский язык. Однако в последнее время среди яссов наблюдается рост национального самосознания. Регулярно проводятся фестивали ясской культуры, повышается интерес к собственной истории, налаживаются связи между Ясшагом и Осетией. Таким образом, в результате монгольского вторжения Алания как политическое образование прекратило свое существование. Тем не менее, в XIII-XIV веках уцелевшее после кровопролитной борьбы с монгольскими завоевателями аланское население постепенно возрождает свою жизнь, занимается сельским хозяйством, скотоводством и ремеслами. Более того, аланы предпринимают попытку восстановить и свою государственность, но на этот раз в Закавказье. С этой целью аланские войска под предводительством царевича Озбагатара Царазона в 1292 году захватили город-крепость Гори с прилегающими землями, крепостями и поселениями. На этих территориях и началось воссоздание аланского государства. Однако в 1306 году царь Озбагатар погиб, и грузинский царь Георгий V, объединив своих вассалов, повел борьбу с аланами. В 1326 году после осады он занял Гори и вытеснил алан в горы Дарьяльского, Арагвского и Ксанского ущелья. Однако к концу этого же века алан ждала еще большая историческая трагедия. В 1395 году в аланские ущелья вошли войска Тимура. Вырубая леса и прокладывая дороги, завоеватели совершали рейды в высокогорные районы. Аланские горные области между Казбеком и Эльбрусом подверглись жестокому разорению. Множество людей было истреблено, крепости и селения были стерты с лица земли, огромные территории обезлюдили. Свой последний поход в Аланию Тимур совершил в 1400 году, когда его войска вошли в горы и с юга, и с севера. Последствия нашествия Тимура оказались трагическими для осетинского народа. Алания перестала существовать, а ее население было низведено до нескольких тысяч человек. Источники того времени дают представление о том, что в Алании нет поселенцев и жителей, так как они были выгнаны и рассеяны по чужим областям при нашествии врагов, а там погибли или были истреблены. Поля Алании лежат широким простором. Это пустыня, в которой нет владельцев, ни аланов, ни пришлых. Легендарное предание рассказывает об историческом подвиге одной аланской женщины, которая, дабы не исчез с земли род аланский, прошла по сожженным селам
и собрала осиротевших детей из 16 аланских родов, чтобы увести их в горы тайными тропами и уберечь от врагов. Она кормила их дикими фруктами, различными кореньями, всем, что ей удавалось добыть. В конце концов, они добрались до высокогорного села Задалеск в Дегорском ущелье, где их приютили и выстроили для нее и ее детей дом. Время шло, дети выросли, девушки вышли замуж, юноши женились, семья разрослась, пустила корни. Подлинное имя этой легендарной женщины осталось неизвестным, и в народе ее называют Задалесской или Аланской матерью. Дом ее стал святилищем, а сама она почитается святой.